У нас сегодня вот такая малышечка на обслуживании. Замена масла с промывочкой делать будем сейчас. Ниссанчик. Машина чем-то похожа на Паджеро. Иву. Были такие тачки. Да по сути это она походу и есть просто. А? Тоже Паджеро. Да, я тоже так думаю. Просто с Ниссаном коалиция у них же. Nissan Kicks называется тачка. Прикольная. Масло, конечно, вышло из него Ну. где-то пол-литра. Пол-литра. Мотор грязный, капитально. Вообще. Ездил на Идемицу Зепра до этого. Ну, а сколько всего его. Смотри. Охренеть. Она все всё. масло схавала, получается. Это все. Пробег 8000. За 8000 вот так вот масло осталось. Масло просто сгорело все. Тебе и масло, и дымится. Ну. Так что, ребята, будем переходить на Моли Грин. Вот. 5В30. Такая движуха. Приехали панели ко мне сегодня. Сейчас разгружаться будем. Стройка начинается потихонечку. В этой неделе у меня должны ребята зашить уже мой гибрид-центр. Все будет скоро, 3 бокса будет работать. Че, Влад? Подъехал? Ну, такую ферму сделали. Вот, короче, такое состояние у тебя. Дросселя. Грязный. Черный весь. Слонка-то вообще жесть грязная какая. Вся Вообще. грязь стекает с нее. Жизнь не чистилась. Он тут это пропускает форсунка, вот она, капля образуется. Вот на Сейчас готовимся к раскоксовочке. Вот так вот у нас все сделано. Сейчас будем подавать составы. Сегодня у нас такой шок-контент. Приехал к нам Prius 30 с закоксованным мотором. Двигатель троит очень сильно.
Нагара очень много. Сейчас смотрели, делали эндоскопию. Движок есть в нагаре. Ну, что хорошо, что маслосъемные колпачки у него не бегут. Хон есть. Сейчас будем отмывать этот мотор весь. И разбираться с его троением. Также у него забитый катализатор. Очень сильно. Потому что очень сильно пахнет тухлыми яйцами такими. Запах. Каталик у него весь напрочь забитый. Коррекция просто вообще лютая. Минус 25 коррекция у него, по-моему, лонга что ли. Вот. В общем, надо будет сейчас с этим всем делом разбираться. Ну что, мы сейчас будем подключать сквида, подавать в него химию. Будем делать раскоксовку. Перво-наперво. Сейчас залили в него химию. Сделали масляный сервис. Масло у нас проработало почти час. Будем сливать попозже. Ну, сначала сделаем раскоксовку, потом мотор. Будем поддон подрывать и сливать масло. Вот такие дела. Проверяю форсунки от Ипсума. Ну, нормальный, в принципе, равномерный налив. Чуть-чуть вот это отстает, но в пределах нормы. В целом форсуночки нормально наливают на холостом ходу. Сейчас будем проверять их на все 15 режимах. Посмотрим, что будет. Ну что, приехал к нам Везель вот такой вот. Что у него? Тормоза. Да, скрипят тормоза у него, короче. Скрипят тормоза. Скрипят, скрипят, скрипят тормоза. Хозяйка купила тормозные колодки. Фирма Кашияма. Ну, они фирма хорошая. Комплект. Сейчас будем в круг менять полностью. Также будем менять тормозную жидкость, прокачку делать. Зальем Сейкин. Замена будет на Сейкин DOT 4. Че, ну вроде они. Да, они. Угу. Все ништяк. Там у нас Prius на раскоксовке стоит. Сегодня весь день будет он у нас отпариваться на сквиде. Сейчас набирает температуру потихонечку. Вот, будем сейчас его хорошенечко раскоксовывать. Ну все, Везелю колодки поменяли. Все нормально. Протягиваем эти колеса напоследок и будем отдавать машину клиенту. 2 банки Сейкина у нас просто ушло. Пустые. Приуса 30-го. Что у нас получилось по раскоксовке? Смотрите, ребята, какой двигатель чистый. Как у кота яйца вообще. Клапана посмотри. Можешь? Или ну давай другой цилиндр, если не можешь. Нет, там не развернешься. Да, они тоже чистые. Короче, вот такой вот момент по раскоксовке. Смотрим результаты. Смотри, какой цилиндр чистый. Идеально вообще. Сколько нагара было. Угу. Все отмылось до заводских характеристик. Смотри, клапана какие. Идеалити. Угу. Немножко там это обгорит. Ничего страшного. Дальше смотрим. Что еще? Третий цилиндр давай посмотрим. Да, они все такие. Ну. О. Цилиндр, смотри, какой чистый. Угу. Тоже. Клапана давай посмотрим. Смотри. Какая красота. Так вот, ребята, работает технология Squid. Вот такой движок.
изнутри. Чистенькие уже. Сейчас еще будем заливать порцию. И еще будем гонять. Сейчас весь поддон зачистил. Поддон уже можно хоть демиксидить, хоть что делать. Вот такой чистый будет. Краски уже нету. Ну что, наш привоз раскоксовывается. Сейчас еще на оборотах часик поработает. Еще будет чики-пики. Заливаем свежее масло и отдаем хозяину. Ну что, обслуживаем вариатор, навесили. Масло очень черное. Присутствует стружка. Вон сколько стружки. На магнитах. Вот. Ежики. На пробке смотри, сколько стружки. Ну это ежики называется. Вот. Да, грязи много очень. Всем. Короче, Армен тут вообще задний, короче, привод. Пыльник, чтобы поменять, навесили. Такое ощущение, что надо скидывать этот. Короче, либо надо... Либо отпускать этот мост, Редуктор. редуктор, да, задний. Либо балку. Либо балку. Ну, вообще жесть какая. Чтобы привод обслужить, вот такая жопа. Нифига он тут. Че, подушку открутил? Угу. Короче, редуктор, да, подкинуть хочешь попробовать? Да. Ну, попробовать отпустить его немножко, но... Да, я думаю, он выйдет. Главное, второй привод при этом условии, чтоб не это, да? Не выскочил. Со вторым ничего не будет. Не будет? Нет. Ну давай попробуем так сделать. Пыльник нашли. Пыльник там тоже маленький очень, вот такой. Сейчас будем втыкать. Короче, надо изъебаться, чтобы навесили. Поменять привод задний. Это вообще жесть. Вот. Ребята, устанавливаем наши лампочки High Vision на вот такой везель рестайлинговый. Ставим именно в противотуманке. Вот. Серия лампочек называется High Vision LED A1, 12 месяцев гарантии. Вот так вот они выглядят, очень качественные лампочки. Вот. У них тут получается фишка полностью герметичная. Здесь тоже все герметичное. Стоит у них свой блок питания. Вот он. То есть это не как обычный китайский какой-нибудь дешманский. Хорошие качественные светодиоды. Даем 12 месяцев гарантии. Вот дата продажи от сегодняшнего числа. Все, если что-то будет, проблем нет. Коробочку сохраняем. Документик сохраняем. И все, и катаемся. Приезжайте, поставим. Также вот у нас есть разная продукция от High Vision. Есть дальние, ближние свет фар. Можно в приусы, в хонды, в любые ставить, в принципе. Ну и тут тоже всякие приколюхи тоже продаем. Вот, допустим, контроллеры ВВБ на приусы у нас имеются. Скоро лето. Устанавливайте, берегите свои батареечки. Ну и можно купить у нас иногда ароматизатор Якошу. Также вот такие, кстати, лампочки есть. Это у нас задние стопаки и габариты. Ну что, проверяем, как светят наши High Vision. О, какая красота. Все беленьким. Вообще четко. Все? Ну и тихо, ни вентиляторов, ничего. Ну, Не слышно. нормально. Процесс строительства первой панели пошел. Потихонечку, помаленечку зашивается. Так, ребята, сегодня работаем с генератором, свет ушел. Приехал к нам такой филдер синенький на замену контрактного ВВБ H851NM. Ставим ему ген 4, 2019 год, батарейка. Генерация 4, элементы, все 95%.
Ну вот. Сегодня вот так вот почти закончили. Завтра осталось немножко перед добить. И крышу. И все, и останется ждать только ворота, окна. Завтра окна привезут. Вот такое вместительное помещение хорошее. Сделаем тут свет, тепло. И будем работать скоро на подъемнике. На вот таком вот Нордберг 3 тонны. В прошлом году мы летом кайфанули на нем, поработали. Чисто летом работали. Но нынче мы уже собираемся работать в полный ход. Сюда можно любую машину загнать. Крузак, не крузак, микроавтобус. Все можно поднять будет. Поэтому будем скоро на изи коробочки на Хонды снимать. Значит, приехал к нам вот такой вот Фитяра. Новый кузов уже на регулировку клапанов. Вот делаем регулировочку. Очень сильно они это самое калматят клапанки. Сейчас Армен будет регулировку делать. Впуск-выпуск. Будем смотреть. Кстати, поехал, щупы хорошие купил. Вот такие вот GTC. Вообще отличные, рекомендую. От 0,4 до 0,63. Volkswagen, das Auto, 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 das Auto, 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 Уезжает у нас Рактис. Сделали ему сервис. Почистки форсунок, чистка дроссельной заслонки. Откалибровали вариатор. Все, давайте. Гараж строится потихоньку. Вон уже облицовку делают пацаны. Красота. Так что потихонечку все, помаленечку. Ну чё, вот мы и доработались до BMW. Наконец-то приехали. Нам вот такая тачка на замену масла, правда. Это что у нас, М5? 530? Вот такая тачка. Сейчас будем ее изучать. Нужно нам поставить на него, конечно, программное обеспечение, чтобы диагностики делать. Но у нас, в принципе, есть наша крутая ланчуга, которая его берет.
в принципе, дилерская. Такая машина классная. Ну, это уже тюнинг у нее, да? На люке еще. За сколько брал? 3600. Ай. Это она с Японии, да? Вот эта тачка, ё-моё. Вообще балдеж. Балдежно. В чем-то даже круче Кроуна, конечно, тут сидишь. Да? По своему внешнему виду. Диск еще глотает. Че, MP3 читает даже? Пробовал? Не пробовал? А под флешку есть у этой медиа? Не пробовал? Ну, медиа у нее крутая, конечно. Сидушки, кожа вообще другая. Это вам не какой-то там Toyota. В натуре кожа у него серьезная. Я раньше слышал, что в BMW кожа крутая. Но это вообще, конечно, реально круто. Еще и технология, вон у него получается комплектация M Performance. Это M-очка, да? Да, вон M-ки стоят на порогах тоже. Вот эта тачка, да, братан? 530-я. Ну что, фильм «Бумер» не зря снимали. Что, посмотрим, что у него с маслом, как меняет. Такой вот фильтр у Бэхи. Короче, у Бэхи фильтр откручивается вот здесь. Вот такой стакан. В принципе, как бы так. Идет процесс диагностики BMW 530 для драйв. Ищем, как сбросить счетчики старения масла. Вот он, сброс КБУ с УДС. Внимание, для новых моделей BMW после сброса технического тормоза это нормальное явление, когда оставшийся пробег тормозных колодок исчезает в триумфе. Моторное масло 31%. Меню корректировки позиции КБС. Ну что, ребята, с помощью ланчуги сбросил счетчики старения масла на BMW 530. Так что вот такие, ребята, дела. Заменили масло в машине в таком красавце. Ну и как бы вот испытали функционал нашего сканера. Лаунч официальный. Все может, в принципе, работать по BMW полностью. Все, Бэху обслужили. Поехала Бэха у нас. Гибридная. На электромоторе едет. Какой-то красавец, аппарат. Давай. А гараж у нас почти тоже готов. Вон, ребята уже все облицевали. Вообще красота. Вон, пацаны уже заканчивают у нас монтаж уже. Че? Осталось стеклопакеты поставить, да? Все. О, ежики, да? Много грязи, варики. Ну-ка, покажи еще раз. Это все вот ежики. Ну сколько грязи. Еще отмывать надо. Вот такой нам гараж построили. Все готово. С дверьми, все под ключик. Фирма Параллель Групп делала нам. Молодцы, ребята. Все быстро очень сделали. Все грамотно. Окна поставили. Сейчас вот ждем от них только ворота. В мае месяце к нам придут ворота. Здесь воротина будет. И здесь будет воротина. Ну, я специально сделал, чтобы проходной был. Потому что двора уже нету как такового. Туда что-то машину можно будет поставить или еще что. Вот. Что, подъемник наш тут теперь будет работать. Что, он после зимы стоял.
Все работает, все нормально. Вот. Сегодня мусор вывезли. Сейчас ждем, когда тут все у нас растает. Вот это все и высохнет. И будем начинать потихонечку его еще доделывать. Ну тут свет, освещение. Газовый конвертер поставим. Вот так вот все это получилось. Будем работать в 3 бокса теперь. Вот, 1, 2, 3. Все открыто. Приезжайте. На замену масел ждем. Сегодня мы более-менее свободные. В принципе, машинок мало едет, поэтому приезжайте на обслуживание гибридиков своих. Армен решил зарубиться, пока машин нету. Сидит, гоняет. Need for Speed. Most Wanted. Вот так, короче, мы ждем гибриды на ремонт. На гибриде гоняем, кстати. На гибриде? Да. Блядь, нам жалко там гибрида нету, да? Да. Я бы на приусе тут полетал. Я бы на Харьке. Надо запилить туда моды, да? Да, так интересно, можно, нет? А что нельзя-то? Можно, наверное, я думаю. Заказывать моды надо просто. Кто-то же делает их там. Прикинь приусы сюда. Ну. Заключили мы договор с группой Параллель Групп. Ну, это фирма такая строительная. И я им полностью доверил объект под строительство нашей станции технического обслуживания по гибридным автомобилям.